Но про Бориса Будая только хорошие. Ну, это не мои слова, я думаю, любому обратитесь здесь, особенно иностранцам, понимаете. Он таким, он, мне кажется, национальный герой, он Монголии. Его, знаете, прям, как он, Борис, приезжает, все на улице его узнают. Даже не болельщик, даже отношения имеющие люди здороваются с ним. Знаете? Ну, а в этой связи что? Ну, трое детей у него, прекрасные дети растут. И он сам по себе, ну, только хороший. Знаете, вот, я думаю, что здесь любой человек согласится. Я, ну, да, думаю, что вот столько зрителей пришли на этот турнир. Это говорит о многом. Ну, значит, не только уважение, это просто всенародная любовь по этому человеку. Только так. Вы тренер, а он спортсмен, у вас всегда взаимоотношения гладкие были? Здесь, вот знаете, как ни странно, здесь с Борисом у нас всегда было взаимоотношения. Ну, Борис сам по себе такой же деревенский парень. У него нету таких, знаете, хитромудрых ходов. Он всегда прямой. Вот в этом плане вот есть у великих спортсменов, тренеров всегда бывает очень много таких конфликтов. Вот к большому моему радости вот не было такого конфликта с Борисом нашим. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 54 килограммов. Мы давно дружим с семьями, еще перед началом чемпионатов всех этих. Поэтому представлять своего друга, конечно, перед аудиторией широкой, такого известного человека в республике трудно, но у нас, я сам не борец, но у нас общих интересов очень много. Наши дети вместе играют в футбол, и отдыхаем. В общем, это мы друзья в жизни. А то, что сегодня в честь его 5-й турнир, мы в каждом, ну, на каждом турнире бываем. И мы очень рады за него. Ну, что я могу сказать еще? Ну, естественно, здесь много было сказано, но могу добавить, что это действительно настоящий друг. Мы, еще раз повторяю, мы дружим с семьями. У нас много друзей, которые мы вот эти моменты все обсуждаем и приходим к какому-то единому мнению. Ну, по всем вопросам жизненным, не только в радости, и в такие дни там. Ну, я могу вспомнить, что вот перед чемпионатом Швейцарии мы его провожали на Байкале. У нас там спортивно-оздоровительный лагерь «Ровесник». Вот он проходил, как сказать, подготовку. И вот тогда вот, ну, по бурятскому обычаю мы, как положено, проводили. И потом мы ждали известия. И когда узнали по маяку спорт, мы там такой устроили праздник для нас был. Ну, естественно, для всего нашей республики. Но вот это запомнилось очень. В том, как мы встречали оттуда. Ну, встречали мы там же, ровесники. Нет, это такой же простой. Какие бы он ни завоевывал там депутатом, там, почетным гражданином, но мы это вообще никогда не ощущаем. Ну, постоянно, ну, простой такой друг, все, больше этим, наверное, все сказано. После института он перешел служить в армии и с того времени, 1976 года, тренировался у нас. Единственная черта у Бориса Дугдановича — это трудолюбие. Он может сутками тренироваться. Мог. И сейчас также тренируется, не совсем бросил борьбу. Поэтому мне очень повезло то, что ко мне попал такой ученик, Ирату, что проводится 5-й разовый турнир. Легко было работать? Очень легко. Его единственное надо было останавливать.
а не напрягать наоборот. Надо было говорить, что хватит сегодня на тренировке. А в жизни он такой спокойный, мягкий. На борьбе он преображается, на ковре. Ирдынеев, кандидат в мастера спорта, Республика Бурятия. Он очень мягкий, всегда помогает людям, всегда душа открытая. Поэтому очень любит футбол играть, любит бурятские национальные песни петь. Поэтому... 6 секунд, счет балл равный, 3-3. Сколько? Синему. Седьмой сколько?